Доброе утро всем, кто встречает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Этот день мы встречаем с вами вместе. Полина Долинская, Павел Танин и Катерина Винокурова. И встречаем мы его в необычном месте. Не в студии, как вы привыкли, а здесь, на берегу реки Лены, в Еланке Хангаласского района. Еланка славится своей благодатной землей, красивейшей природой. Жизнь в деревне началась 175 лет назад, когда была заложена станция на Иркутско-Якутском почтовом тракте. Сюда первые ямщики привозили почту на тройках зимой и верхом на лошадях летом. Да, такая ситуация сохранялась вплоть до того, пока не появилось в 1954 году авиасообщение до этих мест, и почту уже стали привозить самолетами. Ну, а сегодня Еланка, для большинства якутян, скорее всего, это место, где можно хорошо отдохнуть на природе, побыть наедине вот с первозданной этой красотой и просто хорошо провести выходные. Именно поэтому мы решили встретить это утро здесь, чтобы доказать, что не обязательно летом приехать сюда, вполне себе можно хорошо отдохнуть и осенью. А сегодня на календаре 1 октября. Мы начинаем наш эфир, и прежде чем мы приступим к знакомству с Еланкой, мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях в мире. Выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет будут зачисляться только на карту МИР. Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или были усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Якутяне могут оформить компенсацию за школьную форму через госуслуги. Многодетные малоимущие семьи ежегодно могут получать компенсацию за школьную форму. Единовременная денежная выплата на каждого учащегося в возрасте до 18 лет индексируется ежегодно. В этом году выплата составляет 3756 рублей. Для предоставления выплат должно быть не менее 3 детей в семье в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет студентов, обучающихся по очной форме обучения. Среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Выплата предоставляется на каждого ребенка в семье. Оформить услугу можно электронно через портал государственных и муниципальных услуг e-якутия.ру. Сроки закрытия навигации. В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам на территории республики. С 1 октября закрывается навигация в Анабарском, Верхоянском, Оленекском, Устьянском и Венобытантайском улусах. С 4 октября в Абыйском, Алаиховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском и Миконском улусах. А с 11 октября закрывается в остальных районах республики, в городе Якутске и в поселке Жатай. Подробную информацию вы видите на ваших экранах. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Победителю 3-го международного конкурса фестиваля хомусистов будет присвоено высокое звание «Хомусист-виртуоз мира». Основной этап состоится 27-28 ноября в рамках декады Дня хомуса. До этого 9 октября в республике пройдет отборочный этап, где 9 лучшим участникам дается право далее показать талант на международном конкурсе. Отмечу, что звание «Виртуоз-хомусист мира» было присвоено 18 лучшим хомусистам. В отборочном туре конкурсанты будут представлять одну композицию, которая заранее подготовленная, основанная на традиционных приемах игры на хомусе, а вторая композиция будет импровизация. Заранее эти темы они не знают, жюри задает сразу тему, и они тут же играют, импровизируют композицию. В целом, Еланка — это не только отличное место для отдыха, потому что ежегодно сюда, в эту местность, Еланские столбы, мы сейчас где находимся, приезжает огромное количество альпинистов. Местность, как понимаете, по картинке немножко располагает к этому. Вообще, что касается Хангаласского района, тут со спортом все очень хорошо, друзья. И каждый из нас может к этому приобщиться. Для этого достаточно сделать утром зарядку. А наше утро началось действительно очень экстремально. Мы поднимаемся на скалу. Это своего рода тоже зарядка, что и предлагаем сделать и вам.
Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Валерия Олесова, и я являюсь абсолютной победительницей игры Манчары по якутским прыжкам. Сегодня я вам покажу несколько базовых упражнений, чтобы быть всегда бодрым и держать свое тело в тонусе. Первое упражнение. Исходное положение, ноги врозь, руки на пояс. Выполняем круговые вращения головой. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение также ноги врозь. Поднимаем правую руку наверх и делаем рывки руками назад. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Третье упражнение. Также исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Выполняем наклоны направо и налево. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. Закончили. Следующее упражнение – это исходное положение. Ноги вместе. Наклоняемся вперед. Пытаемся достать до земли, до пола. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – это у нас будут выпады вперед правой и левой ногой. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закончили. На этом, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь и желаю вам отличного дня. Пока! В данное время на Иланке работают как летние, так и зимние турбазы. Число туристов ежегодно составляет более 14 тысяч человек в год, и с каждым годом это число растет. Чем их так привлекает это место? Об этом смотрите в нашем сюжете. Утро на Еланке всегда начинается с красивого восхода. Тот, кто сюда переезжает на выходные, бережет свое время. Сергей старается проснуться рано, чтобы с восходом солнца набраться энергии. Мы с друзьями частые гости, можно сказать, на Иланке. Каждый год ездим, отдыхаем. Нам нравится, потому что здесь красивая природа. Вообще местность хорошая. Заряжаешься на новую неделю и все, обратно в город. Уникальное историческое наследие. Особая энергетика притягивает туристов. Жизнь на Еланке начала возрождаться 20 лет назад, когда в деревню стали возвращаться потомки ямщиков. Но жизнь закипела, когда начали приезжать первые туристы. Год назад здесь был пустынный берег. Благодаря предпринимательской жилке Александра и его братьев здесь появилась турбаза прямо на берегу реки. Брат купил катер. Мы здесь катали людей, на банане катали. Ездим Иланские скалы, Ленские столбы, Тукуланы. Потом решили домик сделать. Администрация наследия нам пошла навстречу, и вот берег выделили. Красивая тайга внешне похожа на леса Карелии. Скальные выходы Еланки подступают к каменистым берегам, а на том берегу Лены находятся широкие песчаные пляжи. Еланка – это красивейшее место. Оно расположено на берегу реки Лена и находится в 154 километров от города Якутска. Многие жители Якутска приезжают сюда на выходные, просто порыбачить, отдохнуть и искупаться в речке. А многие скалолазы и альпинисты давно облюбовали эти места. Еще один плюс – удачное расположение. На катере довезут с ветерком по известным маршрутам. Ленские столбы, Еланские скалы, Токуланы. На скалах Александр лично обнаружил здесь исторические находки, которые еще предстоит изучить. Для тех, кто любит активный отдых, предлагают пешие исторические туры.
Тех, кто хочет порыбачить, отвезут на специальный остров, туда, где точно клюет. Здесь очень хорошая рыбалка, природа. Отдохнуть можно хорошо здесь. Клюет? Рыба клюет, хорошо клюет. Рыба разная. Hello, my name is Friedel. I'm from Austria, and I came with my car to this Австриец Фридл делится впечатлениями. Турист путешествует вокруг света с 2018 года, объездил весь мир в этом автодоме. Увидел фотографии в интернете и сразу влюбился. Позвонил по скайпу, забронировал домик и заехал с Магадана в Якутию. Весной у нас водопад. На водопад приезжает, здесь очень много людей. Потом летом, осенью в основном ездят Ленские столбы, Тукулан, Иланские скалы ездят. И рыбалка, охота. Лучше Иланки нету места. Я вот везде был по Якутии. Лучше Иланки нету места. Здесь очень красиво. Именно с Еланки туристы приводят новые впечатления, отмечая памятные даты, день рождения и даже играют свадьбы. Жители признаются, те, кто впервые приезжают в эти места, всегда возвращаются. Ведь Еланка – это любовь навсегда. Ну а говоря про активный отдых, самыми распространенными его видами в нашем регионе, конечно же, являются охота и рыбалка. Причем это уже давно не чисто мужские занятия, потому что сегодня женщины проявляют недюжий интерес как к охоте, так и к рыбалке. Эти места не исключение. Ежегодно, почти еженедельно сюда приезжает огромное количество любителей рыбалки. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них и узнать, как вообще рыбалка проходит в этой местности. Слышали, вот Иланка. Хорошее место. Вот первый раз вот сюда приехали. Вот вроде только начинается клев, улов. Ну, чуть-чуть поймали. Нормально. Ну, какие у вас впечатления, вообще ощущения, вот, когда вот вы отдыхаете на природе, такое красивое место? Тишина, людей вообще нету? Тишина, да, после городской суеты, после работы отдохнуть вообще прекрасно. Сказал. Еланка переживает настоящий туристический бум. Но не одной Еланкой славится Хангаласский район. Здесь огромное количество видов отдыха, что очень привлекает туристов. Да, и будет неудивительно, если Хангаласский район однажды станет настоящим туристическим центром республики. Какие для этого есть предпосылки, как вообще сегодня индустрия туризма развивается в этом районе, Полина Долинская узнала у заместителя главы Хангаласского района Альберта Лебедева. Доброе утро, Альберт Евгеньевич. Вообще Хангаласский улус, он очень уникальный в плане туризма. Здесь Еленские столбы, здесь заповедник Ботума. И он очень хорошо и обширно развивается. И сейчас даже планируется создание бренда Хангаласского района как туризма. Вот что вы по этому поводу думаете и что будет включено в этот бренд? Так, ну Хангаласский район, да, действительно является меккой туризма. Тут отдыхают все вот молодые люди, да, все известности, они любят собирать свои амулеты в виде селфи, либо фотографий, да, они в основном любят фотографироваться, во-первых, на немегюнских подсолнухах, это во-первых, во-вторых, это обязательно фотография должна быть Ленских столбов, фотография Булус ледник, плюс у нас еще очень популярный это Кюрюлюр. Это водопады. У нас. Да. Что касается именно этого сезона, лето уже закончилось, вот в этом году в Хангаласский район сколько посетило именно туристов? Есть у нас неофициальные туристы, их число... Это дикарями, когда да, их число гораздо больше. Ну, если я посмею сказать, что 3 раза больше будет, чем вот официально 130 тысяч, это, скорее всего, так будет. То есть людей много, отдыхающих много. Какие еще дальнейшие перспективы развития вот именно в Хангаласском улусе, туризма его, как экстремального, так и семейного отдыха планируется? Что, может быть, есть в перспективе? Ну вот, если мы говорим экстремальный туризм, да, то есть если у наших туроператоров планы по скалолазанию, есть охотничьи туры, да, которые вот хотят предоставить, планируют. Есть и сельхозтуризм, да, агротуризм в планах. Это что значит?
Сельхозтуризм, агротуризм, если взять, это у нас работники сельских хозяйств, да, работники, которые вот работают на земле, хотят показать, как действительно вот живут люди села, чем они занимаются. То есть, получается, городской житель может приехать и почувствовать на себе деревенскую жизнь? Да, совершенно верно. А вот как раз разговор об этом. А вы можете составить свой топ-3 мест, в которых вы любите отдыхать, ваши места силы, куда вы чаще всего ездите? Так, ну, как патриот своей родины, как патриот своего улуса, конечно, я люблю отдыхать в Ленских столбах. Вот именно в Ленских столбах человек познает себя как, ну, понимает то, что он часть какого-то, ну, древнего мира, да, который остался, выжил. И человек действительно вот понимает то, что то, что занесли Всемирный фонд ЮНЕСКО, данный проект, это действительно так, действительно красиво, человек должен там отдыхать. Второе место, которое вот мною излюблено, это у нас источник Булус. Это ледник, который вот летом не тает. Вода там вкусная, действительно. Она пресная, можно пить сразу. Третье, где я люблю отдыхать, это у нас Тукуланы Булгнихтатские. То есть песок, человек себя чувствует, ну, как в пустыне, да, большой, много песка. И вот в наших вот просторах Якутии оказаться именно в пустыне, да, вот в Тукулане, это вот необычайно красиво. Это экзотика, можно сказать. Большое вам спасибо. И вот еще такой вопрос. Приезжим в нашу республику, какие места стоит посетить? Ну, я думаю, вот эти все топ-3 тоже туда войдут. Обязательные места, которые должен посетить каждый якутянин. Считаю, что вот ну, вопрос такой необычный, да, вот с точки зрения того, что должен посетить якутянин. Если мы говорим про якутов, да, про Якутию, то обязательно нужно посетить, во-первых, это Кулаты, местность. Вот почему Кулаты? Потому что вот прародители якутов, Муньян-Дархан жил вот на этом месте. Там место силы, где якуты могут прийти, посмотреть вот места обитанные якутов. А если мы говорим про российского туриста, да, либо иностранного туриста, это в любом случае это будет парк Ленские столбы, и обязательно нужно понимать то, что там рядом находятся Синские столбы, тоже очень красивое место. Ну, для рыбаков можно на ботами порыбачить. Кать, вот на самом деле для меня Иландские скалы — это такое удивительное место. Почему? Потому что здесь соприкасаются две, на мой взгляд, абсолютно не похожие вещи. Во-первых, это какое-то культурное и духовное наследие, это до сих пор не изученные пещеры, наскальные рисунки и так далее. Да, ну а с другой стороны, Иландские скалы – это место для активного отдыха, в частности, и для занятия спортом. Сюда съезжаются альпинисты и скалолазы. И из следующего сюжета узнаем, насколько это место подходит для скалолазания и есть ли шанс у Иландских скал стать центром альпинизма и скалолазания Якутии. Гармония души и тела, сила, наслаждение природой. Именно это настоящая жизнь. Можно уехать в Тибет и стать монахом или жить отшельником в тайге, чтобы познать истинное ощущение бытия. А можно отправиться в увлекательное путешествие, взяв с собой надежных друзей, экипировку и горячее сердце. Скалолазание развивает координацию, технику движения и пластику. А также здесь задействованы не только связки, но и те группы мышц, которые отвечают за работу в повседневной жизни, люди о которых даже и не подозревают. Ну и плюс ко всему, здесь не помешает еще хорошая память и смекалка. Ну и главное, чтобы страховка не подвела. Несмотря на то, что сегодня такой сильный ветер и скалолазание относятся к экстремальному виду спорта, им занимаются не только мужчины, но и девушки.
Экстремальный спорт объединил людей разных профессий. Анна – балерина. Этой весной она сменила пуанты на скальнике. При всей своей грации и утонченности девушка на еландских столбах учится преодолевать свой страх и эмоции, взбираться на тропу. Ведь скалолазанье – это опасный вид спорта, требующий от спортсмена предельной концентрации, контроля за эмоциями и ответственных решений. Я в первый раз пошла на эту трассу. Она очень высокая, во-первых, и сложная, особо цепляться не за что. Было очень страшно, когда еще наверх доходишь и не слышишь страхующего, остаешься один на один с самим собой. И сегодня еще так ветрено, солнце слепит. Ну, мне было очень страшно. Когда остаешься вот как раз-таки наедине с самим собой, какая самая первая мысль приходит в голову? То, что надо что-то делать. Ну, не просто стоять, а искать зацепы, думать и действовать. Как говорят сами инструкторы, прийти на скалодром никогда не поздно. Амелии 8 лет, и 3 года из них она занимается альпинизмом. Признается, последовала примеру отца и сейчас подает яркий пример 2 младшим братьям и старшей сестре. Тебе 8 лет, наверняка ты рассказываешь своим одноклассникам, друзьям о том, что вот в выходные дни ты вместе с отцом занимаешься именно скалолазанием. Как вот твои друзья, знакомые реагируют на то, что ты такая вроде бы маленькая, занимаешься таким вот не детским видом спорта? Ну, нормально реагируют. А есть ли кто-то из твоих друзей, который, глядя на тебя, решил тоже заняться скалолазанием? Все боятся, ты самая смелая оказалась. Ну, умница, мы желаем тебе дальнейших успехов. И, кстати, даже скалолазанье в 2016 году вошло им в список олимпийских видов спорта. Я надеюсь, что пройдет еще немножко времени, и мы тебя увидим как олимпийскую чемпионку. Наши герои доказывают, скалолазанье – это любовь навсегда. Романтика, вера в себя и свои силы, новые вершины – это не единственные эмоции, которые получают на высоте 80 метров. Что стоит первостепенно – преодолеть тропу или преодолеть свой страх и себя? Себя, конечно. Владимир Высоцкий пел: «В суете городов и потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся мы с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце». Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал. Доброе утро, друзья! Как известно, на природе у нас, и когда мы приезжаем куда-то отдохнуть и планируем активный отдых, энергия у нас расходуется гораздо больше. И необходимо ее постоянно пополнять. Но это, кстати, как известно, завтрак – это самый главный прием пищи, потому что он как раз-таки и задает настроение на весь день. Да, ну вообще, как говорится, завтрак съешь сам, все остальное там где-то с другом поделись, где-то врагу отдай. Мы сегодня попытаемся завтрак в полевых условиях приготовить. Почему? В полевых это что? У нас нет плиты, у нас нет какой-то кухонной утвари, и с этим любой путешественник всегда сталкивается. Сегодня в полевых условиях попробуем мы приготовить, простецкий такой, ничего нового, Америку мы, как говорится, не откроем. У нас будет все просто. Это будут сосиски, яйца, помидорка и лучок. Причем, что примечательно, лук дикий, который здесь же мы и собрали. Мы приступим, да. В первую очередь мы нарежем сосиски. Как мы будем их резать? Будем резать вот такими... полукольцами. Ну, наоборот, кольцами. Угу. Я предпочитаю такой вариант, потому что зажаривать будем все вместе. Как вы можете видеть, у нас вот такой вот импровизированная плита. У нас с использованием того, что есть. Это у нас пару камней, а также сетка для барбекю. Ну, вообще еда на природе, она всегда обладает каким-то, на костре приготовленная, она всегда обладает каким-то вот... пикантным каким-то вкусом. Ароматом, да, у нее есть какой-то свой особый вот этот прям вкусовой, ощутимый шарм, который... ну, ни с чем не сравним. И костровая еда, костровой чай, самое простое, вспомните костровой чай, ни с каким другим чаем он не сравнится. Однажды я даже купил листовой специально, как бы с привкусом костра, но это... С дымком, да, это не то. В общем, помидорки мы тоже нарезали кубиком. То есть мы сначала что будем делать? Сразу все закидываем в сковородку и на огонь или по очереди обжариваем? Ну, вообще на природе нужно готовить быстро и сразу, поэтому, конечно, лучше закинуть все, поставить на огонь и ждать, что из этого
получится. С яйцами тоже лучше не церемониться в части того, если вы любите глазунью, конечно, мне кажется, это будет труднее сделать, особенно в нашем случае, когда вместо лопатки мы используем обычную столовую ложку. Ну, вот так вот, друзья, то есть ничего такого необычного. Ну, кстати, что касается, то есть тот завтрак на природе, вообще еда приготовлена на природе, в домашних условиях, как ты там не выдумывай, ты уже этого не повторишь. А еще есть такой феномен, то, что ты можешь поесть на природе, ты потом в обычной жизни есть не будешь. Особо не привередничаешь. Согласен с этим. Ну, а по поводу, да, ты не приготовишь дома, потому что яичницу, если бы я сейчас готовил дома, это была бы абсолютно другая история. Вот лучок, который мы собрали здесь же. Вот, не знаю, как его резать, правда, никогда таким маленьким ножом не орудовал при нарезке зелени. Я привык к поварскому, большому, универсальному ножу. Я думаю, весь лук не имеет смысла кидать. Мы так на глаз. Потом можно будет еще на тарелочку досыпать для красоты. Для себя. Но выглядит вкусно. Да. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот наша импровизированная плита. Мы на нее выставляем сковородку. Главное, чтобы она не уехала никуда. У нас, по-моему, яйца сползают. Осталось дождаться, когда сковородка на огне нагреется. В принципе, должно произойти достаточно быстро, потому что там прямой огонь непосредственно. Ну и буквально 2-3 минуты, я думаю, наша яичница походная готова. Причем использовать крышку в этом вопросе очень хорошее решение. Она нагнетает температуру внутри сковородки, соответственно, ускоряет процесс. Вот. Ну, а так как, очень аппетитно. вот, так как поваром выступил я, то пробовать придется тебе. В принципе, у нас все готовенько. Сейчас тебе кусочек такой хорошенький вырежу и на тарелочку. Вот так вот. Так, ну, я повар не профессиональный, про подачу ресторанного образца говорить ничего не будем. Главное, чтобы было вкусно, главное, чтобы было питательно. Ну что ж, пробуй. Это очень вкусно. Назовем это яичница по-еланковски. Мне кажется, хорошее название, может быть, даже станет брендовым, да, для этих мест, для туристических баз и так далее. Друзья, ну а если вы прямо вместе с нами также сейчас завтракаете, то мы желаем вам приятного аппетита и доброго утра! Ну, а залогом успешной рыбалки, конечно же, является хорошее снаряжение. Удочка или спиннинг, ну, в зависимости от того, что предпочитаете вы. Блесна, если вы ловите на спиннинг. И вот где приобрести качественное, хорошее снаряжение для рыбалки и для охоты, расскажет Александр Хавренко. Вот-вот в Якутии начнется осенний, а там и зимний охотничий сезон, а также сезон подледной рыбалки и зимнего туризма. Давайте вместе узнаем, как лучше подобрать экипировку, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. А поможет нам в этом Константин Большаков, администратор магазина «Охотный двор». Костюм «Булчут» нашего производства шьется в Москве по нашим заказам. Верхняя ткань использована Исландия, то есть это материал выдерживает температуру до минус 45, ветровлагозащищенный, утеплитель Аляска, то есть это силиконизированные волокна. Внутри использована подклад флис. В комплекте входит куртка и комбинезон. Сапоги из Эва от фирмы Торви. Торви это российская фирма. Тут использована пятислойная Эва, полиуретановая резина. То есть она не мерзнет до 40 до 50 градусов. Она шипованная. Подкладка идет как термос. Армирована снаружи, идет внутрь утеплитель гипоаллергенный. Шапка наша, тоже булчут. А внешняя сторона полиэстер 100%. То есть она будет защищать от холода, от ветра. Внутри идет маска, внутрь утеплитель, тоже Аляска. Идет подклад флисовый, варежки. И из такой же материала, ветровлагозащищенная. Так, утеплитель тоже Аляска. Внутри идет флис. И для усиления скользило, так, меньше потертости было, как бы использую вот ноутбук материал.
Спальные мешки от фирмы Хацман. Тут использовано Родотек, силиконизированное волокна. Сохраняет тепло до минус 22. Верхний материал использован олово, то есть бесшумный, ветровлагозащищенный. Рюкзак Пикбастон, фирма Хацман. Внешний материал Ардура 900 ден. Размеры у нас разные, 40 литров до 100-120 литров. Термосы Стэнли. Стэнли — это американская фирма. Выдерживает тепло до 40 часов. Покрыт ударопрочным лаком. То есть она, если уронили, она выдержит удар. Внутри идет вакуум. За счет этого долго сохраняет тепло. Идет пожизненная гарантия на них. Теперь вам не страшны ни морозы, ни снег с дождем. И, как говорится, ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Идея отдыха на колесах возникла давным-давно в США. Ну а что делать, если нет возможности осуществления такого отдыха и есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют? Может быть, у кого-то нет прав, а у кого-то нет соответствующего автомобиля. Но выход есть всегда. Здесь, на берегу Еланки, автодомики распахнут свои двери для всех желающих. Вы можете приехать сюда и отдохнуть всей семьей, а может быть, компанией друзей, и насладиться прекрасными видами. Автобусы мы дали вторую жизнь, я считаю. А это не автобус даже, а мы их называем автодомиками. Привезли их с Якутска, а потом очень-очень долго думали, как бы их сделать, чтобы было оригинально, как не у всех. Вообще, когда открывали, все это планировалось у нас на отдых и на помощь людям, попавшим в затруднительное положение. Все начиналось только с этого движения. Понимаете? Мы могли сюда людей бесплатно пригласить, чтобы они отдохнули и посмотрели, и почувствовали красоту нашей природы якутской. Вот так вот. Дальше, как говорится, развиваться, еще раз развиваться. И быть в тренде, в спросе, помогать людям. И в то же время мы не только вот помогаем людям, да, пытаемся стать в тренде или там заработать денег, да, мы также пытаемся людям привить любовь к природе. Очень довольные люди, честное слово, довольны. Они в тренде. Всегда только все хотят в автодомик попасть. Срок действия упрощенного порядка оформления справок по инвалидности продлили до 1 марта 2022 года. Такое постановление правительства уже вступило в силу. Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта следующего года. Предполагается, что инвалидность присваивают без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждение с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Также предусмотрено автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. В Чурапчинском улусе решают вопросы по недостающим кормам для зимовки скота. Там заготовлено почти 30 тысяч тонн, что составляет 82% от плана. Из них на местах заготовлено 64% сена, остальная часть вне территории улуса. Наиболее сложная ситуация сложилась в наслегах Чепара, Бахсы, Дерин, Сылан, Хадар, где выполнение плана меньше 40%. До Нового года сено будет доставлено из Забайкалья и Амурской области, сообщил начальник управления по сельскому хозяйству Александр Сивцев. Благоустроенный сквер для отдыха и занятия спортом появится в Ниуе. Наслег принял участие в конкурсе по отбору проектов благоустройства общественных территорий и в числе 11 улусов вошел в список получателей субсидий. Проект уже готов и прошел госэкспертизу. В 2022 году начнется строительство. Сквер появится на пересечении главных улиц села. Это Центральная, Октябрьская и Школьная. Согласно проекту, здесь появится зона отдыха, воркаут, соответственно, уличные тренажеры и спортивная площадка. Небольшая аллея скал
колоннами, на которых будет размещена информация об истории села, и столб, символизирующий Якутско-Иркутский тракт. В летний период по реке Нюя осуществляются туристические сплавы. Их участники смогут остановиться и ознакомиться с историей одного из населенных пунктов республики. Серию музыкальных аудиокниг для слепых и слабовидящих впервые запишут в Якутии. Союз музыкальных деятелей Якутии совместно с филармонией Якутии выиграл грант президентского фонда культурных инициатив, который называется «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих». К концу 2022 года работы должны закончиться. До мая проведут запись, а потом останутся технические процедуры. Планируется запись симфонического оркестра по произведению Александра Пушкина «Метель», творчество поэтов Серебряного века и музыка того периода, а также писатели Арктики с исполнением музыкальных произведений. У села Иланка две визитные карточки, делающие его узнаваемым. Это этнографический комплекс «Ямщицкое подворье» и часовня, установленная в 2003 году на самом живописном косогоре села. Для местных жителей это место почитания предков, а еще здесь открывается красивейший вид на реку. Иланка идет от рода Соколовых и изначально располагалась под горой, но из-за постоянного затопления деревню перенесли наверх. Для этого жители, приленские ямщики, проделали огромный труд. Вручную вырубали еловый лес и самостоятельно пробивали дорогу. До 1960 года Иланка очень хорошо развивалась, но после укрупнения колхозов, вот Хрущевского указа, получается, вот подарок октября, колхоз объединили с Улахананским. В результате здесь вот закрыли все административные учреждения, школу закрыли, и была достаточно большая трагедия в деревне, потому что пришлось всем переезжать в Улаханан либо в Буганихтах. И вот с этого вот момента, фактически, 70-х годов у нас деревня стала заброшенная. Но вот в 90-х годах уже вот начали ямщики возвращаться, потомки. Один из основных символов ямщиков – верстовой столб. Такой столб устанавливался у каждого ямщицкого подворья и указывал, сколько верст осталось до города Якутска. Был организован вот 1723-й Ямщицкий тракт, и вот каждая станция стояла на протяжении 30 километров. Как Иланка станция, она образовалась в 1830 году на основании указа императора, да? И то, чтобы добиться вот этой открытия нашей станции, это понадобилось около 50 лет. Почти точная копия настоящей почтовой станции времен Иркутско-Якутского тракта. Этнографический комплекс «Ямщицкое подворье», основано в 2005 году. В подворье имеется дом-музей, стойло, склад с вещами ямщиков и кузница с предметами. Экспонаты собраны и переданы в подворье жителями безвозмездно. В настоящее время в музее собрана уникальная коллекция, рассказывающая о быте и жизни приленских ямщиков. Здесь мы вот собрали основные объекты ямщицкой культуры. Это вот, допустим, ямщицкие кошева, на которых, получается, ямщики перевозили почту и, получается, ссыльных и чиновников. Также вот у нас здесь сохранен один из самых важных артефактов. Это вот ямщицкий верстовой столб, который вот стоял внизу возле первой ямщицкой станции. Сеть, которая сплетена из конского волоса. То есть вот эту сеть фактически каждую ночь старики сидели и плели руками. И вот такие сети, они не во всех музеях даже остались. Печка — это вообще основа всей, наверное, ямщицкой культуры и русской культуры. Печка и готовила, она и грела, на ней лежали и спали, и печка и кормила. Вот, допустим, все, наверное, видели, как вот достается русская каша. Вот такой весомый вклад в дело возрождения и сохранения исторического и духовного наследия по сей день вносят потомки приленских ямщиков. Уроженцы и жители села Иланка по личной инициативе и своими силами смогли сохранить уникальную культуру своих предков. Провести выходные на туристической базе – это, конечно, отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть на природе, но при этом не слишком лишать себя благ цивилизации. Есть же другая категория людей, которые предпочитают максимально слиться с природой и отправиться в лес, поставить палатку и ночевать в ней. При этом сегодня на рынке представлено огромное множество палаток под разные задачи, разные вместимости и так далее. На что в первую очередь необходимо обращать внимание при выборе палатки, расскажем в следующем сюжете. Казалось бы, обыкновенная палатка, но что нового нам могут предложить производители? Однако прогресс не стоит на месте, и недавно на рынке в Якутске появились новые палатки, установка которых занимает не более полуминуты. Магазин «Егерь»
представляет вам новинку этого сезона, который подойдет не только охотникам, ягодникам, но и рыбакам, и сенокосчикам. Это быстро собираемая, компактная, универсальная палатка, которая быстро ставится и имеет относительно небольшой вес. Сейчас мы вам покажем, что она из себя представляет. Мы кинули. Вначале ставим, получается, потолок и теперь края. Вот сборка произошла. Вот такая вместительная палатка. Внутри вмещается спокойно 2 раскладушки. Это у нас длиной 180, но возможность установки до 2 метров. После установки палатки и мобильной мебели с печкой и посудой это уже и не палатка вовсе, а целый переносной дом, в котором можно провести время с комфортом и в уюте. С 7 октября по 26 декабря в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Я, как молодой специалист, очень рада, что Алроса нам подарила новую больницу. Я 2-й год здесь работаю, успела отработать в старом здании 1 год, и мне есть чем сравнить. И рада, что местное население имеет возможность получать качественную медицинскую помощь в наших арктических условиях и по лабораторной, и по инструментальной диагностике, так как нам закупили новое оборудование. Спасибо Алросе за то, что дает возможность спасать жизни людей. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. Алроса – якутская компания. Суровая якутская зима не за горами, значит, пора за теплыми вещами в новый магазин «Сток-центр Сахабулт». Создавая образ магазина, мы ориентировались на потребности жителей нашей республики в качественной, теплой и недорогой одежде и обуви. Алтынны маңнайги күскүннәргәр саға театргар, әргиллиден Аркадий Алексеев Айыр студиятын отут сылыгарын Аллах улахан концерт үхілгетігер әңірабыт. Әхегедіні өтіп кехібіт әлбақ таланнақ өрнәтчілері. Өркәтәспіт тапталақ рәхіпіт сейі ола долгу доқтара. Бұжара кехәне Анисакова, онна Георгий Белоусов ұтықтара. Сағаланыта төт онна сетті частан. Жители Хангаласского улуса любят свой край не только за его красоту и необычайные виды, но и за красивые легенды. А нам, жителям больших городов, иногда так хочется поверить в чудо. И это чудо никогда не помешает. Прямо сейчас мы находимся возле арки желания, арки любви, арки счастья. Как говорят, нужно провести соответствующий ритуал. Подняться наверх, загадать желание и оставить что-нибудь в залог. Как в моем случае, это будет монетка. Дорогие друзья, я предлагаю вам прямо сейчас загадать свое желание, и я возьму на себя смелость помочь вам в его исполнении.
возле деревни Улахан-Ан Хангаласского района. У самой дороги можно заметить удивительный камень-памятник Оготас – камень-дитя. На камне латинскими буквами нанесена надпись на якутском языке, которая в переводе на русский гласит: «На память потомкам. Этот камень-булыжник является моим сыном», поставил Николай Пудов при здравом уме 62-летнем возрасте 10 апреля 1928 года. «После моей смерти пусть напомнит обо мне моим потомкам». Николай Пудов, по словам старожилов, человек состоятельный и справный, привез огромный булыжник прямо с берега реки Лена. Говорят, что мужчина очень переживал, что так и не оставил после себя детей. Но чтобы осталась память о нем, решился на затею с камнем. Самое главное, оказывается, в Срединном мире – это иметь детей. Богатство истлеет, имя стирается. Он перезадумался и так пришел к выводу: мне надо оставить что-то такое, чтобы оно шло, мое имя на века. С местности Чечевна, это часовня называется, на пару запряженных коней перетащил на конях, на санях огромный такой глыбу камень, булыжник, и просил одного писаря оставить его мысли, почему вот этот он оставляет такой камень такими надписями. С тех самых пор среди бездетных пар есть поверье, что этот камень имеет удивительную исцеляющую силу. И если посетить его, то вскоре может родиться ребенок. Но не только мистической силой он обладает. Камень-дитя относят к самому раннему каменному памятнику на латинице, написанный на тюркском языке. Специалисты отмечают, что камень Пудова показывает историю якутского языка и письменности. Якуты первыми среди тюркоязычных народов перешли на латиницу – алфавит Новгородова. До сих пор камень могли видеть только местные жители и те, кто специально ездит к камню. Сейчас ситуация поменялась. Не так давно в Якутии была представлена 3D-модель камня Пудова. Это в далеких 20-х годах прошлого века, конечно, и не мог представить мужчина. Однако своей мудрой идеей Николай Пудов оставил после себя память на века. Вообще в Хангаласском районе много рек, где можно порыбачить, но главное это, конечно же, река Лена. Большая часть населенных пунктов Хангаласского района расположены вдоль нее. Поэтому здесь очень популярен водный вид транспорта. И если уж не у каждого первого, то у каждого второго или третьего точно есть свой катер или моторная лодка. Лодочник Сергей Амельяненко только приехал с рейса. Отвозил туристов на Тукулана. Сергей Николаевич по профессии лесник, но стал лодочником по призванию. Родился и вырос в городе на Неве, но в Хангаласском районе нашел свой причал. Признается, влюбился, как и все туристы, в незатоптанные дикие просторы. Все началось с одной лодки. Когда появился спрос, появился и речной транспорт. Лет 20 назад, даже больше, наверное, 25 назад, приехала лодка. Можно оставить лодку? Да, пожалуйста. На следующий год приехало 3 лодки. Через 3 года первый человек заплатил за стоянку денежку. И так оно потихоньку и пошло. 80% основных туристических маршрутов района начинаются с этого берега. Ленские столбы, Тукуланы и устья Ботома. Именно эти катера местных и алепинских предпринимателей занимаются развозом туристов. Особенно манят путешественников новые неизведанные места, на которых не ступала нога ни одного туриста. Появился спрос на Тукулан, Появились ребята, которые захотели тоже возить. Вот. Начинал я первый, наверное, был, Алексей следом за мной. Вот, и мы уже с ним давно возим. А молодежь лет 5 как начала возить, и пришлось их подсобрать, сконсолидировать в одну кучку. Это не то, что как бригаду сделали на общественных началах. Старый причал на бочках, построенный местными жителями, качается, но верно служит. Лодочники не отчаиваются. Скоро построят новый. Грант в размере 600 тысяч от администрации первого Малджигарского наслега и администрации Хангаласского района даст новый толчок.
В скором времени вот уже на этом месте появится новая лодочная станция с красивым дизайном, отвечающая всем требованиям безопасности. Сотрудники администрации сейчас помогают лодочникам оформить лицензии на речные перевозки. И, возможно, в ближайшем будущем, через год, здесь будет красивая санитарная точка, парковка для автомобилей и, возможно, даже специальная такая остановка для туристических автобусов. Жители признаются, новый и единственный причал вдохнет новую жизнь не только селу Булгунюхта, но и всему Хангаласскому району. Появятся новые гостевые дома, арт-объекты и даже появится сервис, которого нет. Придорожное кафе и мобильное приложение с единым маршрутом. Уже на следующую весну рассчитываем, что будет новый причал. Уже не то, что там как сейчас на бочках, а на нормальных пластиковых понтонах. И симпатичный, чтобы было не стыдно на нем повесить вывеску Булгунюхтах. На днях лодочники закрыли туристический сезон. Из-за пандемии в этом году туристов было немного, но работа была. Но жители села Булгунюхта воодушевились. Идея единого туристического кластера сплотила всех. Это первый грант, нас заметили, и нам дали первый грант, чтобы мы начали это дело. Обновлять эти причалы, будем хороший причал, чтобы к нам же приезжает и очень много иностранцев. Да. В прошлые года очень много было. Сейчас уже чуть поменьше, но все равно приезжает. Надо как-то ближе к европейским этим нормам, может. Алексей Дмитриевич бережно везет свою лодку на простой. До следующей весны сделают капремонт, а там уже новый причал. Значит, будет работа и новые рейсы. Вот такой замечательный выпуск у нас сегодня получился. Мы отдохнули и показали самое главное, что можно отдохнуть в этом месте, несмотря на то, что сегодня 1 октября на дворе. Действительно, все условия есть для того, чтобы на свежем воздухе провести свои выходные. А еще мы убедились, что в Хангаласском Улусе живут замечательные, талантливые, добрейшие люди. А какая здесь красивая природа. Друзья, на этом наш эфир подходит к концу, но мы с вами прощаемся ровно до понедельника. И встретимся мы в программе «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И по традиции пятницы завершаем мы эфир, конечно же, музыкой. Вокальный ансамбль «Гармония» для вас играет и поет.